Я смотрел сквозь запыленное лобовое стекло своего внедорожника и отказывался верить собственным глазам. Худая, изможденная женщина, просящая милостыню на раскаленном асфальте перекрестка, была моей дочерью. Ее сбитые в кровь, почерневшие от уличной грязи босые ноги судорожно переступали по плавящемуся гудрону, а дрожащие руки изо всех сил прижимали к впалой груди крошечный, изнемогающий от безжалостной ростовской жары сверток, мою годовалую внучку Василису. В этот бесконечно долгий страшный миг весь мой тщательно выстроенный, благополучный мир с оглушительным треском рухнул, навсегда расколовшись на светлое, безмятежное «до» и этот невыносимый, душащий кошмар реальности. Меня зовут Михаил Дмитриевич Лебедев. Мне 58 лет. Всю свою сознательную жизнь — 8 лет. Всю свою сознательную жизнь, каждую минуту своего времени, каждую каплю пота и крови я посвятил одному единственному человеку на этой земле — моей девочке, моей Ксюше. Чтобы понять, как моя обожаемая, выросшая в абсолютной любви и достатке дочь оказалась на обочине жизни, с протянутой рукой, униженная и растоптанная, мне придется отмотать время на несколько лет назад. Придется заново вскрыть те душевные раны, которые, как мне казалось, давно затянулись рубцами благополучия. Моя жена, Леночка, сгорела от онкологии, когда Ксюше едва исполнилось 6 лет. Я до сих пор помню этот удушливый запах больничных коридоров, мерный писк аппаратов в реанимации и холодную, сухую руку моей супруги в моей ладони. В ту страшную ночь, возвращаясь в пустую квартиру, где спала ничего не подозревающая маленькая дочь, я дал клятву. Я поклялся перед Богом, перед памятью жены и перед самим собой, что Ксения никогда и ни в чем не будет нуждаться. Я обещал, что стану для нее каменной стеной, за которой она не узнает ни горя, ни предательства, ни нужды. Я был человеком из простого теста, но с железной хваткой. Свой бизнес, сеть магазинов строительных материалов в Ростове-на-Дону, я начинал в тяжелые голодные 90-е. Сначала это был ржавый металлический ларек на окраине города, где я сам в мороз и зной торговал гвоздями, цементом и дешевым рубероидом. Я таскал на своей спине 50-килограммовые мешки со смесями, срывал поясницу, не досыпал, жил на крепком чае и черством хлебе. Шли годы. Ларек превратился в павильон. Павильон — в магазин. А магазин — в крупную сеть, снабжавшую стройматериалами половину южной столицы. У меня появились деньги. Большие деньги. Я построил огромный светлый кирпичный дом в престижном пригороде. Я окружил Ксению роскошью. Но дело было не только в материальном достатке. Я окружил ее маниакальной, всепоглощающей отцовской опекой. Моя девочка росла настоящим тепличным цветком. У нее были огромные, доверчивые карие глаза, в которых всегда плескалась такая поразительная, наивная любовь ко всему живому, что порой мне становилось за нее страшно. Она могла часами плакать над прочитанной книгой. Подбирала на улицах промокших под дождем брошенных котят, отдавала свои карманные деньги нищим у церкви. Ксения занималась игрой на фортепиано, изучала французский язык и классическую литературу. Я слушал, как ее тонкие пальцы порхают по клавишам белоснежного рояля в нашей просторной гостиной, играя Шопена, и мое сердце сжималось от нежности и гордости. Я выстроил вокруг нее невидимую, непробиваемую крепость. Я фильтровал ее круг общения, лично привозил и увозил из университета, отсеивал любых ухажеров, которые казались мне недостаточно надежными.
Я думал, что поступаю как идеальный отец. Я не понимал, что моя безграничная любовь стала для нее медвежьей услугой. Я лишил ее самого главного навыка, необходимого для выживания в этом суровом мире — психологического иммунитета. Я не научил ее распознавать ложь, не научил видеть хищников, которые умело прячут клыки за белоснежными обаятельными улыбками. Ксении едва исполнилось 22 года, когда в нашей жизни появился Вадим Николаевич Орлов. Они познакомились на выставке современных художников. Ксения, студентка последнего курса филологического факультета, стояла у какой-то абстрактной картины, когда к ней подошел он. Ему было 28 лет. Высокий, широкоплечий, с идеально уложенными темными волосами и пронзительным, внимательным взглядом. Он работал руководителем отдела в крупной логистической компании. Впервые Ксюша привела его в наш дом теплым майским вечером. Я сидел во главе длинного дубового стола на террасе и буравил гостя тяжелым, оценивающим взглядом. Но Вадим вел себя безупречно. На нем был дорогой, но не кричащий костюм. Он говорил спокойным, глубоким баритоном, не перебивал, уважительно называл меня исключительно по имени и отчеству. «Михаил Дмитриевич», — сказал он тогда, глядя мне прямо в глаза, пока Ксюша пошла на кухню за десертом. «Я прекрасно понимаю, чьей руки я смею просить. Вы воспитали невероятную девушку. Чистую, искреннюю, настоящую редкость в наше время. Я даю вам мужское слово чести. Рядом со мной она не проронит ни одной слезы. Я жизнь за нее отдам». Как же красиво. Дьявол его дери, он говорил. Какие правильные, выверенные до миллиметра интонации он подбирал. Это была идеальная игра. Высший пилотаж психологической мимикрии. Вадим казался мне ожившей мечтой любого отца. Он не пил ни капли спиртного, не курил, рассуждал о традиционных семейных ценностях, об уважении к старшим. Он буквально сдувал с Ксении пылинки. Помогал ей надеть пальто, открывал перед ней двери автомобиля, приносил огромные букеты белых пионов, которые она так любила. Моя девочка расцвела. Она светилась изнутри каким-то неземным светом. Ее звонкий и счастливый смех заполнял каждый уголок моего огромного, но прежде такого тихого и одинокого дома. Глядя на ее сияющее лицо, мое старое, недоверчивое отцовское сердце невольно оттаяло. Моя бдительность, которую я годами оттачивал в жестких переговорах с конкурентами и поставщиками, уснула мертвым сном. Я решил, что могу выдохнуть, моя миссия выполнена, я передаю свою дочь в надежные мужские руки. Свадьба была грандиозной. Я не поскупился. Мы арендовали лучший загородный ресторан Ростова-на-Дону с видом на реку. 150 гостей, живая музыка, море цветов. Ксения в своем пышном кружевном платье походила на сказочную принцессу. Вадим в черном смокинге смотрел на нее с таким нескрываемым обожанием, что у многих гостей наворачивались слезы умиления. Когда наступило время подарков, я взял микрофон. В зале повисла тишина, нарушаемая лишь тихим плеском речных волн о деревянный причал. «Доченька», — мой голос дрогнул, и мне пришлось прокашляться, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. «Вадим, сегодня вы стали семьей. Я всю жизнь строил дома для других людей, но сегодня я хочу подарить дом вам». Под шквал аплодисментов я вынес на бархатной подушечке ключи и документы. Я подарил молодоженам роскошную трехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе в самом центре города. Квартира была полностью обставлена дизайнерской мебелью, готова к проживанию с первой секунды. В довесок к ней
на парковке ресторана и ждал белоснежный, перевязанный огромным красным бантом кроссовер последней модели. Подарок лично для Ксении, чтобы она могла с комфортом ездить на учебу, а в будущем возить моих внуков. Вадим крепко обнял меня. В его объятиях была такая сыновняя признательность, что я окончательно растаял. «Спасибо вам, папа», — прошептала мне на ухо. «Я никогда этого не забуду». Если бы я только знал, какой зловещий смысл скрывался за этими словами. Если бы я только мог заглянуть в его черную, прогнившую душу. Я собственными руками, за собственные деньги, построил для своей дочери золотую клетку. Я сам вложил в руки палача инструменты для пыток. Первый год их брак оказался идиллией. Ксения регулярно звонила мне, щебетала о том, какие же навешки они выбрали в спальню, как Вадим заботится о ней, какие вкусные ужины она учится готовить. Я несколько раз приезжал к ним в гости. Квартира сияла чистотой, пахла свежей выпечкой и дорогим парфюмом зятя. Вадим работал, делал успехи, получил повышение, Ксюша заканчивала университет. Но постепенно, по капле, по едва заметному миллиметру, тональность наших разговоров начала меняться. Сначала я заметил, что Ксения стала реже звонить сама. Когда звонил я, она часто не брала трубку, а потом перезванивала, торопливо объясняя, что телефон был на беззвучном режиме или она спала. В ее голосе появилась странная, несвойственная ей ранее суетливость. «Папочка, у нас все хорошо. Просто Вадик пришел уставший с работы. Я должна накрыть на стол. Давай потом поговорим». Скороговоркой бросала она в трубку. Я списывал это на быт молодой семьи. Притирка характеров, новые обязанности. Я убеждал себя, что не должен лезть в их жизнь. Я же сам дал установку Вадиму быть главой семьи. Вот он и берет бразды правления в свои руки. Первый тревожный, по-настоящему холодный сквозняк подул в нашу сторону через 10 месяцев после свадьбы. Ксения забеременела. Я был на 7-м небе от счастья. Я уже представлял, как буду гулять с коляской, как буду баловать внука или внучку. Но именно в этот момент Вадим сделал свой первый открытый ход. Он позвонил мне вечером, когда я сидел в своем кабинете над отчетами. «Михаил Дмитриевич, добрый вечер. У нас потрясающие новости, мы ждем ребенка». «Вадик, сынок!» Я чуть не выронил телефон. «Да это же лучшее событие в моей жизни. Я сейчас же приеду, отметим, я шампанское привезу». «Нет, Михаил Дмитриевич». Его голос, прежде всегда такой мягкий и почтительный, вдруг лязгнул холодным металлическим оттенком. «Ксении нужен полный покой. Врач сказал, никаких волнений и гостей. Мы сами справимся. Тем более завтра к нам переезжает моя мама, Зинаида Аркадьевна. Она будет помогать Ксюше по хозяйству». Я замер. «Переезжает? К вам? Вадим, но там же всего 3 комнаты. Зачем вам тесниться? Если нужна помощь, я могу нанять лучшую домработницу, медсестру, кого угодно». «Михаил Дмитриевич, при всем уважении», — отрезал Вадим ледяным тоном, от которого у меня мурашки побежали по спине. «Я сам решаю, кто будет жить в моем доме и кто будет ухаживать за моей беременной женой. Это моя семья. Надеюсь, вы меня поняли. Всего доброго». В трубке раздались короткие гудки. Я сидел в оглушительной тишине своего роскошного кабинета и чувствовал, как внутри меня медленно, но верно разрастается липкий первобытный страх. Словосочетание «в моем доме» резануло слух. Квартира была куплена мной, оформлена на Ксению. Но Вадим уже считал ее своей территорией. С того дня жизнь моей девочки начала превращаться в изощренный, методичный ад, о котором я, старый дурак, даже не догадывался. Зинаида Аркадьевна Орлова переступила порог квартиры моей дочери ровно через 3 дня после того памятного, обдавшего меня ледяным холодом телефонного разговора. Ей было 55 лет,
Но выглядела она старше. Сухая, жилистая женщина с плотно сжатыми, почти бескровными губами, вечно недовольным прищуром выцветших серых глаз и идеальной, залитой лаком укладкой жестких волос. От нее всегда пахло чем-то тяжелым, душным, смесью старого лавандового мыла и корвалола. Я приехал к ним в гости без предупреждения, спустя 2 недели после ее переезда. До этого Ксюша несколько раз отменяла наши встречи, ссылаясь на жуткий токсикоз и слабость. Мое сердце было не на месте. Я купил огромный букет нежно-розовых ранункулюсов, которые дочь просто обожала, и коробку ее любимых эклеров из лучшей французской кондитерской Ростова-на-Дону. Дверь мне открыла Зинаида Аркадьевна. Она была одета в строгое темное платье, поверх которого был повязан безупречно чистый фартук. «Асват», — сухо процедила она, смерив меня немигающим взглядом с ног до головы. Она даже не отошла в сторону, загородив собой проход. А мы гостей не ждали. Вадик на работе, а Ксения отдыхает. Я приехал проведать свою дочь, Зинаида Аркадьевна. Я постарался, чтобы мой голос звучал максимально дружелюбно, хотя внутри уже начала сворачиваться тугая пружина раздражения. Привез ей сладостей, витаминов. «Обувь снимайте на коврике. Я только что помыла полы с хлоркой», — скомандовала она, неохотно отступая в полумрак прихожей. Квартира, которую я с такой любовью обставлял для молодоженов, изменилась до неузнаваемости. Исчезли уютные мелочи, светлые вазы, яркие подушки. Плотные шторы в гостиной были задернуты, не пропуская ни лучика ослепительного южного солнца. Но страшнее всего было другое. Исчез тот неуловимый аромат счастья, свежей выпечки и легких духов Ксении. Квартира стала похожа на стерильную, безжизненную больничную палату. Навстречу мне из спальни вышла Ксюша. Меня перехватило дыхание. Куда делась моя цветущая, смеющаяся девочка? Передо мной стояла бледная, осунувшаяся женщина с темными кругами под глазами. Ее роскошные каштановые волосы были стянуты в тугой небрежный пучок. Вместо красивых домашних платьев, которые она так любила, на ней был бесформенный, высветший серый халат. «Папочка!» Она слабо улыбнулась и потянулась ко мне, но тут же бросила виноватый взгляд на свекровь. «Ксения, тебе нельзя резко вставать, врач же запретил». Тут же коршуном метнулась к ней Зинаида Аркадьевна. Я протянул дочери цветы, но свекровь буквально выхватила букет из моих рук. «Михаил Дмитриевич, ну вы же взрослый человек. У беременных обостренное обоняние. От этой пыльцы у нее может начаться аллергия, а следом отек. Вадик категорически запретил любые аллергены в доме. И что это у вас в коробке? Сладкое? Вы хотите, чтобы у нее был гестационный диабет? Ей можно только вареную индейку и гречку». Я смотрел на свою дочь, ожидая, что она возразит, скажет, что хочет эклер, что любит эти цветы. Но Ксения лишь опустила глаза и покорно кивнула. «Да, пап. Вадик беспокоится о здоровье малыша. Зинаида Аркадьевна права, лучше не рисковать». В этот момент в замке провернулся ключ, и на пороге появился Вадим. Он лучезарно улыбнулся, увидев меня, но его глаза оставались колючими и холодными, как 2 осколка льда. «Михаил Дмитриевич, какая неожиданность! Жаль, что вы не предупредили, мы бы подготовились. Мама, ты предложила гостю чай?» Это было сказано таким тоном, словно я был не отцом хозяйки дома, не человеком, купившим эти квадратные метры, а навязчивым камевояжером, случайно зашедшим с улицы. Весь следующий час я просидел на краешке дивана, как на иголках. Вадим и Зинаида Аркадьевна разыгрывали передо мной спектакль идеальной заботы. Они постоянно одергивали Ксению. «Не сиди так, ты передавливаешь живот. Тебе нельзя пить горячее. Мама, принеси Ксюше плед, здесь дует». Моя дочь, всегда имевшая свое мнение, теперь послушно кивала и смотрела на мужа взглядом преданной, но запуганной собаки, ищущей одобрения за каждое свое движение. Белоснежное фортепиано, которое мы перевезли из моего дома,
было плотно закрыто и накрыто какой-то нелепой кружевной салфеткой. «Ксюша больше не играет?» — спросил я, кивнув на инструмент. «Классическая музыка слишком сильно возбуждает нервную систему плода», — безапелляционно заявил Вадим, аккуратно помешивая чай ложечкой. «Мы включаем ей звуки природы в наушниках. Так спокойнее. Правда, милая?» «Правда, Вадик», — эхом отозвалась моя дочь. Я ушел от них с тяжелым, свинцовым чувством в груди. Я успокаивал себя тем, что это просто гормоны, что Вадим просто слишком сильно переживает за первенца, что свекровь — женщина старой закалки, но зла не желает. Как же я был слеп. Я не распознал классическую, хрестоматийную схему изоляции жертвы. Вадим методично обрубал все связи Ксении с внешним миром. Он уволил ее подруг под предлогом того, что те плохо на нее влияют. Он забрал у нее ключи от машины, заявив, что беременной за рулем опасно. А я стоял в стороне, боясь стать тем самым тестем-тираном, который лезет в чужую молодую семью. Золотая клетка захлопнулась окончательно в тот день, когда на свет появилась моя внучка Василиса. Был жаркий сентябрьский вечер. Я узнал о том, что Ксения родила не от зятя. Мне позвонила знакомая врач из перинатального центра, с которой я когда-то работал по строительным подрядам. «Михаил Дмитриевич, поздравляю, дедушкой стали. Девочка, 3 килограмма, 200 граммов. Все прошло хорошо». Я разрыдался прямо в трубку. Бросил все дела, помчался в ювелирный салон, купил роскошный золотой крестик для внучки, заказал корзину самых дорогих роз и полетел к роддому. Вадим встретил меня у ворот выписного отделения. Он стоял, засунув руки в карманы идеально скроенных брюк, и его лицо было похоже на маску из белого мрамора. «Вадик, сынок!» — я бросился к нему с объятиями. «Как она? Как малышка? Пусти меня к ним, я хоть в окно посмотрю». Он жестко отстранил меня, уперевшись ладонями мне в грудь. «Михаил Дмитриевич, остановитесь. Вы никуда не пойдете». «Что?» Я опешил. Улыбка медленно сползла с моего лица. «В каком смысле?» «Ксения перенесла тяжелые роды. Она истощена физически и морально. Врач запретил любые визиты, тем более ваши». «Мои? Я ее отец. Вы источник стресса для моей жены». Вадим чеканил каждое слово, глядя на меня с нескрываемым превосходством и какой-то садистской насмешкой. «Вы постоянно давите на нее своим авторитетом, пытаетесь навязать свои правила. Ей сейчас нужен покой, а не ваши патриархальные замашки. Я запретил пускать вас в палату». В тот момент во мне проснулся тот самый жесткий мужик из 90-х. Кровь ударила в голову, перед глазами потемнело. Я схватил этого лощеного мерзавца за грудки, прижав к кованой решетке больничного забора. «Ты что несешь, щенок?» — прорычал я ему в лицо. «Это моя дочь, моя кровь. Я тебя в порошок сотру, если ты мне запретишь ее видеть». Именно этого он и добивался. Вадим не стал сопротивляться. Он лишь криво усмехнулся и спокойно, даже лениво произнес: «Вот об этом я и говорю. Вы агрессивны. Вы не контролируете свой гнев. Охрана!» Ко мне уже бежали 2 дюжих охранников клиники. Вадим поправил помятый воротник рубашки и, уже отворачиваясь, бросил через плечо: «Я так и скажу Ксении, что вы устроили пьяный дебош под окнами роддома и чуть не избили меня. Ей сейчас нельзя нервничать, так что я избавлю ее от общения с вами на неопределенный срок. Ради блага ребенка». Я стоял, задыхаясь от бессильной ярости, пока охранники вытесняли меня за территорию. Я пытался звонить Ксении, но ее телефон был выключен. Я писал десятки сообщений, умолял, объяснял, клялся, что не был пьян, что Вадим провоцирует меня. Через 3 дня они выписались. Меня не было на этой выписке. Я сидел в своей пустой, гулкой, огромной машине через дорогу от роддома и смотрел сквозь тонированные стекла, как Вадим бережно,
с показательной нежностью выносит белый кружевной конверт. Как Зинаида Аркадьевна суетится вокруг них, отгоняя невидимые пылинки. Как моя Ксюша, бледная, похудевшая, с испуганно блуждающим взглядом, садится в ту самую машину, которую я ей подарил на свадьбу. На следующий день я приехал к их дому. Охранник в будке виновато опустил глаза. «Михаил Дмитриевич, простите ради Бога. Вадим Николаевич оставил строжайшее распоряжение. Вас не пускать. Сказал, что вы в неадекватном состоянии можете навредить ребенку. Грозился полицию вызвать, если я шлагбаум открою». Я стоял под палящим ростовским солнцем, смотрел на окна на 7-м этаже, где за плотно задернутыми шторами находился весь смысл моей жизни, и чувствовал, как мое сердце превращается в кусок свинца. Я оказался в ловушке. Если бы я пошел напролом, нанял адвокатов, устроил войну, Вадим бы использовал это против меня. Он бы убедил Ксению, что ее отец — сумасшедший тиран, пытающийся разрушить их счастливую семью. Я был связан по рукам и ногам своей собственной любовью и страхом навредить дочери. Я сдался. Я отступил в тень, надеясь, что Вадим просто самоутверждается, что со временем, когда страсти улягутся, Ксения сама поймет абсурдность происходящего и наберет мой номер. Как же жестоко я ошибался. Пока я благородно ждал в стороне, надеясь на чудо, за закрытыми дверями роскошной квартиры Вадим и его мать начали методично, безжалостно и расчетливо уничтожать личность моей дочери, превращая ее в безвольную, запуганную рабыню и готовя почву для своего чудовищного плана. Потянулись долгие, мучительные, похожие на вязкий кошмар месяцы моего добровольного изгнания. Осень сменилась промозглой ростовской зимой, зима уступила место слякотной весне. Я жил как заведенный механизм. Утром ехал в офис, механически просматривал сметы, подписывал договоры на поставку кирпича и цемента, а вечерами возвращался в свой огромный, гулкий, пустой дом. Я бродил по комнатам, заходил в бывшую спальню Ксении, садился на ее аккуратно заправленную кровать и часами смотрел в одну точку, прислушиваясь к мертвой тишине. Раз в 2 или 3 недели телефон оживал. На экране высвечивалась доченька. Я хватал трубку дрожащими руками, словно утопающий в спасательный круг. «Папочка, привет!» Ее голос звучал глухо, тускло, лишенный малейших обертонов радости. Словно старая заезженная пластинка. «Ксюшенька, родная моя, как ты? Как Васенька? Как здоровье? Может, мне приехать? Может, денег перевести?» Я забрасывал ее вопросами, задыхаясь от нежности и тревоги. «У нас все хорошо, пап. Вася растет, Вадик много работает. Денег не нужно, у нас все есть. Зинаида Аркадьевна очень помогает. Прости, мне пора кормить малышку. Вадик ругается, что я отвлекаюсь. Я потом перезвоню». Короткие гудки били по нервам больнее электрического тока. Я физически, кожей чувствовал, что она говорит не одна, что рядом с ней стоит этот ублюдок или его мать, контролируя каждое ее слово, каждый вдох. Но я продолжал играть по их правилам, парализованный животным страхом навредить дочери. Я боялся стать тем самым триггером, из-за которого Вадим окончательно запретит ей звонить. Только спустя долгое время, когда этот адский круг разомкнется, я узнаю все в мельчайших, леденящих душу подробностях. Я узнаю, как именно они ломали мою девочку. Психологический террор за закрытыми дверями роскошной 3-комнатной квартиры начался с банального лишения сна. Василиса родилась беспокойной, часто плакала по ночам. Зинаида Аркадьевна, под предлогом того, что Вадику нужно высыпаться перед работой, переселила сына в гостевую комнату. Ксения осталась одна, на один с кричащим младенцем.
Когда измученная, обессиленная после тяжелых родов дочь засыпала под утро, в комнату бесцеремонно входила свекровь, распахивала плотные шторы и громко заявляла: «Вставай, ленивая корова! Ребенок в грязном памперсе, полы не мыты, завтрак мужу не готов. Какая из тебя мать?» Одно название. Изуродовала себя, поправилась, ходишь как чучело. Кому ты такая нужна, кроме моего Вадика? Да он святой, что терпит такую неряху. Они били в самую уязвимую точку — в материнский инстинкт и самооценку. Вадим приходил с работы, брезгливо морщился, глядя на остывший ужин, демонстративно отодвигал тарелку и уходил в свою комнату. Он перестал прикасаться к Ксении. Он перестал называть ее по имени. Для него она стала просто функцией, раздражающим фоном. «Посмотри на себя в зеркало», — цедил он сквозь зубы, когда Ксения, глотая слезы, пыталась обнять его. «От тебя пахнет кислым молоком и отчаянием. Ты превратилась в истеричку. Моя мать права, ты абсолютно некомпетентна. Ты даже ребенка успокоить не можешь». Газлайтинг — страшное, разрушительное оружие. За полгода изоляции они убедили мою умную, начитанную, красивую девочку в том, что она — никчемная, сумасшедшая истеричка, представляющая опасность для собственной дочери. Зинаида Аркадьевна постоянно выхватывала Василису из ее рук со словами: «Отойди, ты ее уронишь. Ты держишь ее как куклу. Ты плохая мать». Ксения начала верить им. Ее воля была парализована. Домашняя девочка, не знавшая в жизни ничего, кроме моей безграничной любви, оказалась абсолютно беззащитна перед изощренным садизмом. Она боялась собственной тени, боялась сделать лишнее движение. Капкан захлопнулся весной, когда Василисе исполнилось 8 месяцев. Однажды вечером Вадим пришел домой не один. С ним был невысокий, лысеющий мужчина в сером костюме с кожаным портфелем в руках. Это был частный нотариус. Ксению вывели из детской, где она пыталась укачать плачущую Василису. Зинаида Аркадьевна жестко перехватила ребенка, а Вадим усадил жену за кухонный стол. Перед ней легли плотные листы бумаги с гербовыми печатями. «Что это, Вадик?» — тихо спросила Ксения, глядя на строчки казенного текста, расплывающиеся перед заплаканными глазами. «Это твое спасение, дорогая». Голос Вадима источал фальшивую, паточную заботу, от которой веяло могильным холодом. «Мы с мамой посоветовались с врачами. Твоя послеродовая депрессия переходит в опасную стадию. Ты не контролируешь себя. Вчера ты забыла выключить газ. Позавчера ты едва не уронила дочь в ванной». «Я не забывала», — попыталась возразить она, но Вадим с силой сжал ее плечо, впиваясь пальцами до синяков. «Не спорь со мной», — прошипел он. «Я уже подготовил все для твоего лечения в частной психиатрической клинике. Если мы не примем меры, соседи вызовут органы опеки. Опека заберет Василису в детский дом, а тебя признают невменяемой. Ты этого хочешь? Хочешь потерять дочь навсегда?» «Нет, пожалуйста, нет». Ксения в панике закрыла лицо руками. «Тогда подписывай». Вадим придвинул к ней золотую ручку. «Это дарственная на квартиру и машину. Пока ты будешь лечиться, я должен юридически защитить наше имущество, чтобы опека не могла наложить арест, если тебя признают недееспособной. Я единственный кормилец, я отец. Все должно быть оформлено на меня ради безопасности нашей дочери. Подписывай, Ксюша. Иначе завтра за Васей приедут чужие люди, а тебя увезут в палату с мягкими стенами. И твой папаша тебе не поможет. Я позаботился о том, чтобы у меня были неопровержимые доказательства его агрессивного алкоголизма». Она подписала. Дрожащей рукой, оставляя на бумаге кривые, рваные буквы своего имени, она собственноручно перечеркнула свое будущее. Она отдала им квартиру за десятки миллионов рублей, отдала машину,
отдала свою свободу. Она поверила, что спасает дочь от детского дома. Нотариус бесстрастно шлепнул печати, собрал бумаги в портфель и молча удалился. С этого момента Вадиму больше не нужно было притворяться. Квартира стала его собственностью, машина тоже. Ксения превратилась в отработанный материал, в бесправную приживалку на чужой территории. Развязка наступила душным, невыносимо жарким вечером в середине июля. Василисе исполнился 1 год и 2 месяца. Южное лето в Ростове-на-Дону беспощадно. Раскаленный воздух стоял в квартире плотным маревом. Кондиционеры Вадим включать запрещал, экономя электроэнергию и заявляя, что ребенка продует. Ксения, еле держась на ногах от усталости, пыталась накормить Василису жидкой манной кашей на кухне. Малышка капризничала из-за режущихся зубов, выплевывала еду и громко плакала. Зинаида Аркадьевна ворвалась на кухню фурией. «Заткни ее немедленно! Вадик спит после смены!» — рявкнула она с силой, вырывая тарелку из рук Ксении. Каша выплеснулась, испачкав чистую скатерть. «Вы сами ее напугали». Впервые за 1,5 года голос Ксении сорвался на крик. В ней проснулось отчаяние загнанного в угол зверя. Она прижала плачущую дочь к груди. «Хватит. Хватит над нами издеваться. Я сейчас же позвоню отцу, он приедет и заберет нас». На шум в кухню вышел Вадим. Он был в одних спортивных штанах, сонный и разъяренный. «Кому ты позвонишь, дрянь?» Он шагнул к ней и наотмашь ударил по лицу. Удар был такой силы, что Ксения отлетела к стене, чудом удержав на руках ребенка. В ушах зазвенело, во рту появился солоноватый вкус крови. Василиса зашлась в истерическом крике. «Вадик, за что?» — прошептала дочь, сползая по стене на кафельный пол. «Заткнись». Он навис над ней, тяжело дыша. В его глазах не было ни капли человеческого. Только черная, бездонная пустота и холодный расчет. «Ты мне надоела. Твое нытье, твой вид. Ты больше здесь никто. Квартира моя, машина моя. Пошла вон». «Что?» Ксения не верила своим ушам, прижимая к себе рыдающего младенца. «Куда я пойду? Ночь на дворе. Это мой дом, мой папа его купил». Зинаида Аркадьевна издевательски расхохоталась. «Твой папа? А по документам, милочка, владелец Вадим Николаевич». «А ты здесь даже не прописана. Мы тебя выписали месяц назад по доверенности. Собирай свои манатки, выметайся на улицу, бомжиха». Ксения бросилась к столу, лежал ее мобильный телефон. Но Вадим оказался быстрее. Он перехватил аппарат, с хрустом выломал сим-карту и швырнул пластик в мусорное ведро. Затем он подошел к крючкам в прихожей, снял ее связку ключей и сумочку с паспортом и банковскими картами. «Слушай меня внимательно, тварь!» Он схватил ее за волосы, заставляя смотреть ему в глаза. «Ты сейчас берешь своего выродка и уходишь. В чем стоишь? Попытаешься сунуться к своему папаше? Я клянусь, я уничтожу вас обоих. У меня связи в полиции. Мои люди подкинут твоему драгоценному Михаилу Дмитриевичу в машину столько наркоты, что он сгниет в тюрьме. А тебя я признаю недееспособной наркоманкой. И Василису отдам в приют, где ее будут бить каждый день. Ты поняла меня? Если ты хоть на километр приблизишься к отцу, вы оба трупы. А теперь пошла вон». Он распахнул тяжелую металлическую дверь. Зинаида Аркадьевна схватила с полки полупустую пачку дешевых подгузников и швырнула ей в лицо. «Забирай свой приплод, и чтобы духу твоего здесь не было!» — завизжала свекровь. Вадим грубо толкнул Ксению в спину. Она споткнулась, едва не выронив Василису, и вылетела на лестничную клетку. Щелк, щелк. 2 поворота массивного замка прозвучали, как выстрелы. Ксения осталась стоять на грязном бетоне подъезда. Ей было 24 года. На ней было легкое, застиранное хлопковое платье и тонкие домашние тапочки на босу носу.
В руках пачка подгузников и заходящийся от плача годовалый ребенок. Ни денег, ни документов, ни телефона. Она стояла, глотая слезы пополам с кровью из разбитой губы, и тряслась от животного, парализующего ужаса. Вадим не шутил. Она знала, что он способен на все. Страх за мою жизнь, за жизнь ее отца оказался сильнее инстинкта самосохранения. Она не могла поехать ко мне. Она поверила, что я не смогу ее защитить. Что Вадим всесилен и действительно сломает мне жизнь. Она медленно спустилась по ступеням 7-го этажа, толкнула тяжелую подъездную дверь и шагнула в душную, безжалостную, равнодушную ростовскую ночь. Шагнула в бездну, из которой ей предстояло выбираться долгие, страшные 30 дней и ночей, прежде чем наши пути снова пересекутся на том проклятом раскаленном перекрестке. Первая ночь на улице стала для Ксении крещением настоящим, первобытным ужасом. Южное ростовское лето, днем плавящее асфальт до состояния липкой черной патоки, ночью не приносило желанного облегчения. Духота стояла плотной стеной. Воздух, пропахший выхлопными газами и нагретый за день городской пылью, обжигал легкие. Ксения сидела на деревянной скамейке в темном, плохо освещенном сквере через дорогу от своего бывшего дома. Она смотрела на окна 7-го этажа, где все еще горел свет, и ее трясло от мелкой, безостановочной дрожи. Василиса, уставшая от крика и измотанная жарой, наконец-то уснула у нее на руках, тяжело и прерывисто дыша. В голове Ксении билась только одна мысль — парализующая способность рационально мыслить. Слова Вадима об угрозе для жизни отца. Моя дочь, выросшая в тепличных условиях, верящая в честность и справедливость, была абсолютно убеждена, что связи Вадима в полиции реальны. Она представляла, как ко мне в машину подбрасывают пакет с белым порошком, как меня, пожилого и больного человека, заковывают в наручники и отправляют гнить в тюрьму. Ради меня она готова была стерпеть все. Она прижала Василису крепче, стараясь согреть ее своим теплом, хотя сама была покрыта холодной, липкой испариной. Утром город проснулся с первыми лучами безжалостного солнца. Столбик термометра уже к 10 часам утра пополз за отметку в 30 градусов. Ксения, озираясь по сторонам, как затравленный зверек, пошла прочь от знакомого района. У нее не было плана, у нее не было цели. Был только инстинкт самосохранения и необходимость спасти ребенка. К полудню Василиса проснулась. Девочка хотела пить и есть. Она начала тихо, жалобно скулить, дергая мать за ворот застиранного платья. Ксения судорожно похлопала по карманам. Пусто. Ни одной монеты. Она зашла в стеклянные двери прохладного супермаркета, обдавшие ее струей кондиционированного воздуха. Подошла к полкам с детским питанием. Самая дешевая баночка пюре стоила около 100 рублей. Бутылочка воды — еще 50. Для нее эти суммы сейчас были недостижимее, чем полет на Луну. Она поймала свое отражение в зеркальной витрине. Растрепанные волосы, огромные ввалившиеся глаза на бледном лице, запекшаяся кровь на разбитой губе. Охранник супермаркета уже недружелюбно косился на нее, поигрывая дубинкой на поясе. Ксения опустила голову и выскользнула на палящую улицу, чтобы не привлекать внимания. Первые 2 дня они выживали за счет воды из уличных питьевых фонтанчиков. Ночевали в заброшенной беседке старого парка на окраине города. Ксения подстилала под Василису оставшиеся подгузники, чтобы девочка не лежала на голых грязных досках. Сама она не спала.
Она сидела, вслушиваясь в каждый шорох, шарахаясь от теней бродячих собак и пьяных криков, доносящихся из темноты. На третий день Василиса перестала плакать. Она просто лежала на руках матери, апатично глядя в пустоту полузакрытыми, воспаленными глазками. Губы ребенка потрескались от обезвоживания. И тогда в Ксении что-то сломалось. Рухнули последние бастионы гордости, воспитания и стыда. Она вышла на крупный перекресток проспекта Стачки. Солнце стояло в зените, асфальт плавился, температура воздуха перевалила за 35 градусов. Машины стояли в длинной гудящей пробке. Ксения сняла свои истоптанные, порвавшиеся тапочки, потому что в них было неудобно ходить по раскаленному гудрону, и босиком шагнула в междурядье. Ее нежные ступни тут же обожгло, словно она наступила на раскаленные угли, но она не обратила на это внимания. Она подошла к первому автомобилю, дорогому черному седану, постучала костяшками пальцев по тонированному стеклу. Стекло чуть-чуть опустилось, обдав ее холодом кондиционера, и брезгливый мужской голос бросил: «Иди работай, наркоманка». Стекло закрылось. Ксения сглотнула подступивший к горлу ком, прижала к себе вялую Василису и подошла к следующей машине. «Пожалуйста». Ее голос сорвался на хрип. Она протянула дрожащую, грязную руку к открытому окну старенькой иномарки, за рулем которой сидела женщина. «Умоляю, ребенку на воду. Хоть 10 рублей». Женщина посмотрела на измученное лицо Ксении, на полуживого младенца, молча достала из кошелька смятую 50-рублевую бумажку и вложила ей в ладонь. «Спасибо. Храни вас Господь», — прошептала моя дочь, и по ее грязным щекам впервые за эти дни покатились слезы. Слезы невыносимого, жгучего унижения и одновременно безграничного облегчения. Так началась ее жизнь на дне. В Ростове-на-Дону были ночлежки, был комплексный социальный центр на улице Амбулаторной. Но Ксения боялась туда идти. Вадим внушил ей, что социальные службы — это первый шаг к изъятию ребенка. Она была уверена, что как только она переступит порог любого официального учреждения без документов, Василису отнимут, а ее саму закроют в психиатрической клинике. Она выбрала статус невидимки. Дни слились в одну бесконечную, пыльную, изнуряющую карусель. Утром она выходила на перекрестки. Стояла на раскаленном асфальте, глотая выхлопные газы, уворачиваясь от бамперов нетерпеливых водителей. Ее кожа обгорела на солнце и начала слезать лоскутами. Босые ноги покрылись черной, въевшейся грязью, мозолями и незаживающими кровоточащими трещинами. Она научилась безошибочно определять, к какой машине можно подойти, а какую лучше обойти стороной. Научилась терпеть оскорбления. Когда сытые, благополучные люди кричали ей: «Алкашка, зачем рожала, если прокормить не можешь?» Она просто опускала глаза и шла дальше. Ее мир сузился до размеров маленькой баночки детского питания и бутылки чистой воды, ради которых она была готова стерпеть любой плевок в лицо. Все собранные за день жалкие гроши она тратила исключительно на Василису. Она покупала самые дешевые сухие смеси, разводила их теплой водой прямо на улице в тени деревьев. Покупала детское печенье и яблочное пюре. Сама она питалась тем, что находила возле задних дверей супермаркетов. Просроченными булками, подгнившими фруктами, выброшенными в контейнеры. По ночам они прятались. Ксения нашла относительно безопасное место. Пространство под широким бетонным мостом через небольшую речушку на окраине. Там было сыро, пахло тиной и мочой. Но туда редко забредали случайные прохожие. Она соорудила для Василисы гнездо из старых, выброшенных кем-то картонных коробок и дозет. Самым страшным были ни голод и ни жара.
Самым страшным было то, как быстро человеческая психика адаптируется к аду. Через 2 недели скитаний Ксения перестала плакать. Ее взгляд, некогда такой ясный и доверчивый, стал пустым, остановившимся, стеклянным. Она превратилась в функцию по добыванию еды для своего ребенка. Она забыла о том, что когда-то играла Шопена, забыла о том, что знала французский язык, забыла свое имя. Она стала просто уличной грязью, тенью, скользящей между хромированными боками автомобилей. А я сидел в своем кондиционированном кабинете в нескольких километрах от того перекрестка, где моя девочка стирала в кровь ноги. Я подписывал миллионные контракты, пил дорогой кофе и ждал. Ждал, когда Вадим соизволит дать ей телефон. Я смотрел на ее фотографию в серебряной рамке на моем столе и даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что в этот самый момент моя принцесса подбирает с асфальта брошенную кем-то монету, чтобы купить пакет молока. Мы жили в параллельных вселенных, в одном городе, разделенные стеной из страха и лжи. Но судьба или Бог, или какое-то высшее провидение уже запустило механизм, который должен был столкнуть наши вселенные лбами. Был конец июля, месяц беспрецедентной, аномальной жары, когда воздух над Ростовом-на-Дону дрожал от зноя, словно над гигантской жаровней. У меня была назначена встреча с крупным поставщиком леса на другом конце города. Я опаздывал, поэтому приказал водителю ехать самым коротким путем, через те самые спальные районы, где я не появлялся много лет. Мой внедорожник плавно затормозил перед светофором на крупном перекрестке. Зажегся красный свет. Я сидел на заднем сиденье, уткнувшись в планшет, просматривая графики поставок. В салоне тихо играла классическая музыка, кондиционер приятно холодил кожу. Боковым зрением я уловил движение. Кто-то подошел к окну моей машины со стороны пассажирской двери. Я раздраженно поднял глаза от экрана, готовый отмахнуться от очередного уличного попрошайки. И время остановилось. Перекресток проспекта Стачки и улицы Малиновского, намертво забитый машинами в обеденный час пик, плавился под безжалостным июльским солнцем. Температура в тот день достигла исторического максимума. За бортом моего внедорожника термометр показывал 41 градус в тени. Над асфальтом струилась марево, искажая очертания домов и автомобилей. Я смотрел на женщину, стоящую у окна моей машины. Мой мозг, привыкший к четкой логической обработке информации, в первые секунды просто отказался воспринимать ту картинку, которую передавали ему глаза. Передо мной стояло грязное, изможденное существо с ввалившимися щеками и потрескавшимися до крови губами. Ее некогда роскошные каштановые волосы превратились в жесткий нечесанный войлок. Кожа на плечах, не прикрытых рваным ситцевым платьем, обгорела и покрылась волдырями. Но ее глаза... Эти огромные карие глаза, в которых сейчас плескалась лишь бездонная, мертвая пустота. Я знал этот разрез глаз. Знал этот крошечный шрам над правой бровью, оставшийся от падения с велосипеда в 7-летнем возрасте. Знал эту линию подбородка. «Подайте ради Христа на молоко ребенку», — прохрипела она, не поднимая головы, механически протягивая ко мне трясущуюся ладонь. В свертке из грязных тряпок, прижатом к ее груди, слабо копошилась моя внучка. Василиса была похожа на маленького высохшего старичка. Заострившийся носик, синюшные круги под глазами и слипшиеся от пота светлые волосики. Сердце в моей груди сделало кульбит, ударилось о ребра и, казалось, вовсе остановилось. Время застыло. Я перестал слышать гудки клаксонов в многокилометровой пробке.
перестал чувствовать прохладу кондиционера. Весь мир сузился до этого грязного лица за тонированным стеклом. «Ксюша», мой голос прозвучал как жалкий, надтреснутый писк. Она вздрогнула, медленно, словно не веря, подняла на меня глаза. В ту же секунду в этих мертвых пустых колодцах вспыхнул такой первобытный животный ужас, что меня отбросило на спинку сиденья. Она узнала меня, и вместо того, чтобы броситься к отцу за спасением, моя дочь отшатнулась от машины так резко, будто увидела перед собой дуло заряженного пистолета. «Нет, нет, папа, уезжай!» — закричала она, заслоняя Василису рукой. «Уезжай, пожалуйста, он убьет тебя. Он сказал, что подбросит тебе наркотики. Папа, умоляю, не подходи ко мне». Она развернулась и, прихрамывая на стертые в кровь босые ноги, бросилась бежать сквозь плотный поток машин, рискуя в любую секунду попасть под колеса трогающихся с места автомобилей. «Володя, стоять!» — рявкнул я водителю, который от неожиданности выжал педаль тормоза. Я рванул ручку двери, вывалился в раскаленное марево проспекта Стачки прямо под гудки и маты соседних водителей. Асфальт мгновенно обжег ступни даже сквозь толстую подошву моих итальянских туфель. «Ксения, стой!» Я бежал за ней, расталкивая машины, срывая голос. Она не убежала далеко. Истощенный, обезвоженный организм сдался. Ксения споткнулась о бордюр разделительной полосы и рухнула на колени, инстинктивно сгруппировавшись в воздухе так, чтобы Василиса не ударилась о бетон. Я подлетел к ней, упал рядом прямо на грязный плавящийся гудрон, не обращая внимания на дорогие брюки. Я схватил ее за худые, дрожащие плечи. «Доченька, девочка моя, Боже всемогущий, что они с тобой сделали?» Слезы, которых я не знал со дня похорон жены, хлынули из моих глаз, обжигая щеки. Она не сопротивлялась. Она просто обмякла в моих руках, уткнулась грязным лицом в мою белоснежную хрустящую рубашку и завыла. Это был даже не плач. Это был долгий, низкий, утробный вой смертельно раненного животного, из которого наконец-то выходила вся боль, весь ужас, весь ад последних 30 дней. «Папочка, он нас выгнал. Он все забрал. Я не звонила, я боялась, что он тебя в тюрьму посадит. Папочка, Вася хочет пить. Люди в машинах снимали нас на телефоны. Какой-то тучный мужчина вылез из соседнего джипа с бутылкой минералки в руках. Но я ничего не видел и никого не слышал. В этот момент во мне умер тот растерянный, интеллигентный тесть, который боялся нарушить границы молодой семьи. Во мне проснулся зверь, готовый перегрызть глотку любому, кто посмел прикоснуться к моему ребенку. Я легко, словно пушинку, подхватил Ксению вместе с внучкой на руки. «Володя, открывай дверь!» — крикнул я водителю, который уже бежал к нам навстречу. Я аккуратно усадил их на заднее сиденье. В салоне повис тяжелый, кисловатый запах немытого тела, уличной пыли и детской мочи. Но для меня это был запах спасенной жизни. Я забрал у Ксении вялую Василису. Мои руки тряслись, когда я открыл бутылку воды и начал по капле с пальца смачивать потрескавшиеся губы внучки. Девочка жадно, судорожно зачмокала губами. «Папа, куда мы едем?» Ксения сжалась в комок в углу сиденья, не смея прикоснуться к кожаной обивке. Ее колотило от контраста температур между раскаленной улицей и прохладным салоном. «Не вези меня домой. Вадим найдет нас там. Он убьет тебя. Он страшный человек. Папа, ты не знаешь его. Он всесильный». Она была в состоянии тяжелейшего психоза, вызванного стокгольмским синдромом и долгим газовым светом. В ее измученном мозгу Вадим казался всемогущим демоном, способным управлять полицией, судьями и всем миром. «Мы не едем домой, родная». Я стянул с себя пиджак и укрыл ее дрожащие плечи. «Володя, глуши навигатор».
Вынимай сим-карту из своего телефона. Мой телефон дай сюда». Я вытащил из своего смартфона сим-карту, сломал ее пополам и выбросил в приоткрытое окно прямо на ходу. «Михаил Дмитриевич, куда мы?» Володя побледнел, глядя на нас в зеркало заднего вида. «Едем в клинику к Борису Аркадьевичу. Частную, без оформления, срочно. А потом мы исчезнем». Я обнял свою грязную, пахнущую улицей дочь, прижал ее к груди и начал укачивать, как маленькую, шепча ей в макушку. «Все закончилось, моя девочка. Папа рядом. Папа больше никогда и никому не отдаст тебя в обиду. Я их в пыль сотру, но сначала я должен спасти вас». Пока мы ехали в клинику к моему старому другу-врачу, которому я доверял больше, чем самому себе, я слушал сбивчивый, захлебывающийся слезами рассказ Ксении. С каждым ее словом, с каждой новой деталью об унижениях, о дарственной на квартиру, о выломанной сим-карте и выброшенных подгузниках, в моей груди вместо растерянности выковывался холодный, стальной клинок абсолютной, расчетливой ненависти. Я понял, что законным путем действовать нельзя. Вадим наверняка уже подал заявление о пропаже жены и ребенка. Наверняка подстраховался медицинскими справками о ее послеродовой депрессии. Если я сейчас заявлю о себе, он тут же инициирует процесс лишения ее родительских прав. А пока будут идти суды, Ксения просто не выдержит. Ее психика уже балансировала на тонком канате над пропастью безумия. Мне нужно было увести их из-под удара, выиграть время и нанести ответный удар тогда, когда этот ублюдок меньше всего будет его ожидать. Клиника моего старого друга, Бориса Аркадьевича, находилась в тихом, утопающем зелени пригороде Ростова-на-Дону, за высоким забором без кричащих вывесок. Это было закрытое учреждение для состоятельных людей, где конфиденциальность ценилась выше золота. Когда мы въехали на территорию, Борис уже ждал нас у черного хода. Увидев, кого я выношу на руках из машины, этот грузный, повидавший на своем веку всякое реаниматолог, побелел как мел. «Миша! Матерь Божья, это же Ксюша!» Он бросился к нам, на ходу крича медсестрам: «Каталку! Срочно капельницы с глюкозой и электролитами в 3-ю палату! Педиатра немедленно!» Следующие несколько часов слились для меня в один бесконечный, пульсирующий ком животного страха. Я сидел в коридоре на жесткой кушетке, обхватив голову руками, и слушал доносившиеся из-за закрытой двери палаты отрывистые команды врачей. У Василисы диагностировали тяжелую степень обезвоживания, истощения и начинающуюся пневмонию. Сказывались ночевки на сырой земле под мостом. Девочку немедленно подключили к аппаратам, ее крошечные вены искололи иглами. Ксения, чьи ступни представляли собой сплошную кровоточащую рану с гнойными воспалениями, впала в полубредовое состояние. Как только она оказалась в безопасности на чистых простынях, ее измученный организм просто отключился. У нее поднялась температура под 40. Она металась в горячке, кричала, отбиваясь от невидимых рук, умоляла Вадима не бить ее и не забирать Васю. Борис Аркадьевич вышел ко мне только под утро. Он стянул медицинскую маску, устало потер переносицу и тяжело опустился рядом со мной на кушетку. «Жить будут, Миша». Его голос звучал глухо, как из бочки. Девочку мы стабилизировали. Кризис миновал, но ей предстоит долгое восстановление. С Ксюшей сложнее. Физически мы ее вытянем за неделю, прокапаем антибиотики, обработаем ноги, откормим. Но психика, она сломлена, Миша. Классическая ПТЦР, как после боевых действий или концлагеря. Глубочайшая депрессия, панические атаки, паранойя. Этот ублюдок выжег ей душу напалмом. Я убью его, Боря.
Я произнес это не в сердцах, не в порыве гнева. Я произнес это абсолютно спокойным, ледяным тоном человека, который вынес смертный приговор и просто выбирает способ казни. Борис положил свою тяжелую руку мне на плечо. «Нет, Миша, если ты сейчас сядешь за убийство, кто будет поднимать девчонок? Он только этого и ждет. Ты должен действовать умнее. Увози их далеко, туда, где он их не достанет. Им нужна полная смена обстановки, тишина и покой на ближайшие пару лет. Иначе Ксюша не выкарабкается». Именно в тот предрассветный час, сидя в пропахшем лекарствами коридоре, я принял решение, которое навсегда перечеркнуло мою прошлую жизнь. Я понял, что империя, которую я строил 30 лет, мои склады, магазины, контракты — все это тлен по сравнению с жизнью моей дочери. Я начал действовать с холодной, безжалостной расчетливостью хирурга, ампутирующего гангренозную конечность. В палату Ксении меня пустили на 3-е сутки. Она лежала под капельницами, бледная, похудевшая до неузнаваемости, с забинтованными ногами. В углу палаты, в специальном кювезе, мирно спала Василиса, чьи щечки уже начали приобретать нормальный розоватый оттенок. Ксения открыла глаза и сжалась в комок, рефлекторно натянув простыню до подбородка. В ее взгляде все еще плескался затравленный страх. «Папочка, он не придет сюда?» — прошептала она пересохшими губами. Я сел на край кровати, осторожно взял ее тонкую, исколотую иглами руку и прижал к своей щеке. «Никто сюда не придет, родная». Борис поставил охрану у дверей палаты и на въезде в клинику. «Вы нигде не зарегистрированы. Для всего мира вас здесь нет». Она вдруг судорожно всхлипнула. По ее впалым щекам покатились крупные слезы. «Папа, прости меня. Прости, что я отдала ему квартиру. Я так боялась, что он заберет Васю. Он угрожал. Он бил меня. Я подписала какие-то бумаги. Я все потеряла, папа. Тш, моя хорошая, тш». Я гладил ее по отросшим корням грязных волос, которые медсестры еще не успели привести в порядок. Квартира — это бетон. Машина — кусок железа. Ты жива. Вася жива. Это единственное, что имеет значение. А с остальным я разберусь. Следующие 2 недели, пока Ксения и Василиса восстанавливали силы в секретной палате, я провернул самую стремительную и жесткую сделку в своей жизни. Я вызвал своего заместителя, преданного мне человека, с которым мы начинали еще в 90-е. Мы встретились не в офисе, а на конспиративной квартире на окраине города. «Слушай меня внимательно, Сережа», — сказал я, кладя перед ним генеральную доверенность на управление всеми моими активами. «Я исчезаю. Надолго. Может быть, навсегда. Мне нужен кэш, много и быстро». Сергей, видавший виды мужик, только молча кивнул. Он не задавал лишних вопросов, понимая по моему лицу, что произошло нечто непоправимое. «Продавай бизнес. С дисконтом, если нужно, но продавай надежным людям, которые не будут задавать вопросов. Мой дом, машины — все с молотка. Деньги переводи на офшорные счета, которые я тебе сейчас напишу. Оставь только небольшую долю для себя за верность. Официально я уехал лечиться за границу. Неофициально я растворился. Параллельно я нанял лучших частных детективов, чтобы они, не привлекая внимания, собрали полное досье на Вадима. Я хотел знать каждый его шаг, каждую финансовую проводку. То, что они принесли мне через неделю, только подтвердило мои догадки. Вадим уже подал заявление в полицию о пропаже жены, приложив фальшивые справки из частной психиатрической клиники, купленные у какого-то продажного врача, о том, что Ксения страдает тяжелой формой шизофрении и опасна для ребенка.
Он разыгрывал карты безутешного отца и мужа, параллельно готовя документы на лишение ее родительских прав заочно. Квартиру он уже выставил на продажу через подставное агентство. Он был уверен в своей безнаказанности. Он был уверен, что сломал нас. В ночь перед нашим побегом я приехал к своему дому, огромному кирпичному особняку, который я строил для дочери. Я стоял перед коваными воротами, смотрел на темные окна и не чувствовал ни грамма сожаления. Этот дом был памятником моей слепой, удушающей отцовской любви, которая не смогла защитить Ксению от реального зла. Я бросил ключи в почтовый ящик, сел в неприметный арендованный седан и навсегда уехал из Ростова-на-Дону. Мы покидали город под покровом ночи. Борис Аркадьевич лично вывез Ксению и Василису через черный ход клиники. На Ксении был просторный спортивный костюм, на голове надвинутая на глаза кепка. Василиса мирно спала на заднем сиденье в новом детском автокресле, напившись теплого молока. Я сел за руль. Мой телефон, кредитки, все связи с прошлым остались в Ростове. В бардачке лежали новые паспорта на другую фамилию. Мои связи из 90-х позволили организовать это быстро и чисто. Билеты на поезд с пересадками и внушительная сумма наличных. Ксения сжалась на пассажирском сиденье, напряженно вглядываясь в темноту трассы Дон, словно ожидая, что из-за каждого поворота вынырнет полицейская мигалка или черный внедорожник Вадима. «Спи, доченька», — тихо сказал я, не отрывая взгляда от освещенной фарами дороги. «Мы едем туда, где нас никто никогда не найдет. Там холодно, там море, и там мы начнем все сначала». Она не ответила, лишь крепче вцепилась побелевшими пальцами в край ремня безопасности. Впереди нас ждали 1000 километров пути и еще более долгий, мучительный путь к ее выздоровлению в тихом городке на берегу свинцово-серого Балтийского моря под пронизывающими ветрами Калининградской области. Мы приехали в Пионерский, небольшой сонный городок на побережье Балтийского моря в Калининградской области. Я выбрал его не случайно. Здесь не было той туристической суеты, как в соседнем Светлогорске или Зеленоградске. Здесь были только низкие облака, сосны, бесконечные песчаные дюны и ровный тяжелый шум свинцовых волн. Идеальное место, чтобы спрятаться от всего мира и затеряться в толпе редких местных жителей. Я купил небольшой кирпичный дом с черепичной крышей на тихой улице, в 10 минутах ходьбы от широкого променада. У нас были новые имена, новая биография и достаточно денег, чтобы не думать о выживании ближайшие 20 лет. Но самые главные битвы ждали нас не в материальном мире, а в разрушенной психике моей дочери. Первые месяцы в Пионерском были похожи на движение по минному полю. Осень на Балтике вступала в свои права рано. В сентябре еще выдавались теплые деньки, когда воздух прогревался до 16 градусов, но к октябрю с моря подули пронизывающие влажные ветра, несущие запах соли, йода и гниющей листвы. Ксения почти не выходила из своей комнаты. Она часами сидела в кресле качалки, закутавшись в толстый шерстяной плед, и бессмысленно смотрела в окно, по которому стекали холодные капли дождя. Любой громкий звук, хлопнувшая от сквозняка дверь, гудок машины на улице, крик чаек, заставлял ее вздрагивать и инстинктивно закрывать голову руками. Это было классическое, тяжелейшее проявление посттравматического стрессового расстройства, о котором предупреждал меня Борис Аркадьевич. «Ксюша, пойдем поужинаем. Я приготовил запеченную рыбу». Тихо звал я ее, стараясь говорить как можно мягче. Она медленно поворачивала ко мне похудевшее, почти прозрачное лицо с заострившимися скулами. «Папа, ты закрыл входную дверь на 2 замка?»
Проверь, пожалуйста. Мне кажется, я видела его. Он стоял под фонарем. Ей постоянно мерещился Вадим. Тени деревьев превращались в его фигуру. В ночных кошмарах она снова и снова оказывалась на раскаленном ростовском перекрестке с Василисой на руках. Она просыпалась с критами в холодном поту. И я бежал к ней, обнимал, баюкал, часами убеждая, что мы за 1000 километров от Ростова, что здесь безопасно. Я понимал, что моя отцовская любовь — слабое лекарство против клинической психиатрии. Я нашел лучшего специалиста в Калининграде. Психотерапевта, работающего с жертвами домашнего насилия и ПТСР. 3 раза в неделю я возил Ксению к ней на приемы. Мы использовали методы когнитивно-поведенческой терапии и десенсибилизации. Врач заставляла Ксению шаг за шагом возвращаться в те страшные события, проговаривать свой страх, заново переживать боль, но уже в безопасной обстановке кабинета. Это было мучительно больно. Иногда после сеансов Ксения рыдала всю обратную дорогу в машине, но я знал, что это слезы очищения. Гнойник нужно было вскрыть, чтобы рана начала затягиваться. Единственным лучиком света, который якорем держал Ксению в реальности, была Василиса. Балтийский климат сотворил с девочкой настоящее чудо. Насыщенный йодом и минералами морской воздух, качественное питание и отсутствие стресса быстро стерли с ее личика следы истощения. Она стала пухлой, розовощекой малышкой. В ноябре, когда температура опустилась до 5 градусов и задули ледяные штормовые ветра, Василиса сделала свои первые уверенные шаги в нашей гостиной. Ксения сидела на полу у камина и тянула к ней руки. Девочка, смешно переваливаясь с ножки на ножку, протопала метр и радостно рухнула в объятия матери. В этот момент я впервые за долгие месяцы увидел на лице моей дочери слабую, едва заметную, но настоящую улыбку. Лед начал трогаться. Прошел год, за ним 2. Время, проведенное на ветреных берегах Балтики, вымыло из нашей жизни ростовскую жару, боль и страх, оставив лишь тихую, спокойную мудрость. Ксения изменилась. Это больше не была та наивная тепличная девочка с широко распахнутыми глазами, играющая Шопена в моей гостиной. Передо мной была молодая, красивая, но уже зрелая женщина с твердым, осознанным взглядом. Она выжила на дне. Она прошла через ад предательства и уличной грязи, она победила своих демонов. Она устроилась работать удаленно переводчиком с французского языка, начала сама водить машину и больше не вздрагивала от резких звуков. В одно из ясных, прохладно-сентябрьских воскресений мы втроем гуляли по пустому пляжу. Волны с тихим шуршанием накатывали на светлый песок, оставляя после себя клочья белой пены и крошечные кусочки янтаря. Василиса, которой исполнилось уже 3 года, в ярком непродуваемом комбинезоне бегала вдоль кромки воды, пытаясь поймать убегающих чаек. Ксения шла рядом со мной. Ветер трепал ее каштановые волосы. Она глубоко вдохнула соленый воздух и вдруг остановилась. «Знаешь, пап...» Она посмотрела на меня, и в ее глазах отражалось серое бескрайнее море. «Я ведь его давно простила. Не в смысле, что забыла или оправдала. Я отпустила его из своей головы. Вадим — это просто мертвая, пустая оболочка. А у нас есть жизнь. И эта жизнь прекрасна». Она прижалась головой к моему плечу, как в детстве. «Спасибо тебе, папочка, за то, что не отвернулся на том перекрестке, за то, что спас нас». Я обнял ее за плечи, глядя, как моя внучка заливисто смеется,
убегая от набегающей волны. В этот момент я понял одну простую, но самую важную истину в своей жизни. Мужчина может построить десятки домов, заработать миллионы, создать огромную империю. Но все это не имеет абсолютно никакого значения, если ты не можешь защитить тех, кого любишь. Я потерял свой бизнес, потерял статус, имя, родину. Я стал никем, человеком без прошлого на холодном побережье чужого моря. Но стоя здесь, обнимая свою живую, исцелившуюся дочь и слушая смех внучки, я чувствовал себя самым богатым человеком на земле. Моя любовь когда-то ослепила меня, позволила хищнику проникнуть в наш дом и едва не погубила Ксению. Но эта же самая любовь, превратившаяся в стальную, расчетливую силу, вырвала ее из лап смерти. И если бы мне пришлось снова сделать выбор между всем золотом мира и грязными, стертыми в кровь ступнями моей девочки на раскаленном асфальте, я бы, не задумываясь, снова шагнул в это пекло.